Любая история, которую можно снимать, держится на 3 китах, говорит Александр Зиненко. Первое – это фактурный герой, обладающий харизмой. Второе – события должны происходить в настоящем времени. И третье – необходимо оценить потенциал истории. Ты историю прочитал, узнали, как всегда, первыми газетчики, там, да, вот, допустим. Мы читаем, телевизионщики, киношники, документалисты, и мы оцениваем материал. А что можно снять? И сколько было случаев, когда через меня прошли ребята, продюсеры, которые готовили съемки, и многие вот этих вещей они не понимали. Они приносят, вот какая история, посмотрите, Александр Иванович. Я говорю, ну да, отличная история. А что мы будем снимать? Ну как что? Вот посмотрите. Я говорю, так это уже все случилось, это все уже произошло, уже ничего нет. Архив, я говорю, нет. Нет. Какой архив? Где архив? А может, его и нет, этого архива, ты же не знаешь. Александр Зиненко начал с рассказа о своем документальном фильме. История Ольги Буниной из южноуральского поселка. Та самая, которую необходимо было показать зрителю. Фильм «Непобедимая» увидел свет в 2018 году. На утверждение проекта и съемки ушло 2 года. Героиня ленты – сильная женщина, которая пережила страшную трагедию, но не сдалась. Ольга – 13-кратная чемпионка мира по армрестлингу среди спортсменов-инвалидов. Она работает инструктором в спортзале и воспитывает 4 детей, 3 из которых приемные. Вот я смотрю на маленькую газетную заметочку про Ольгу Бунину. Думаю, ну чего, как вот здесь, вот как оценить, там мизер вообще. И я вижу фразу, за которую я чувствую, надо зацепиться, это то, что она взяла детей. Как взяла детей? Каким образом взяла детей? Почему взяла детей? Она необычный человек. Пожилые родители, инвалидная коляска, ну, какие дети? И вот так вот я начинаю делать то, что я называю принцип дерева. То есть я рисую дерево, я рисую ствол, и я формирую крону. И вот каждая веточка, это каждая, так сказать, что касается кроны, это эпизоды, это количество эпизодов. И когда у меня уже дерево формируется, я смотрю, лысое дерево, оно голое, или там нормальная крона, значит, можно снимать. Александр Зиненко рассказал абхазским журналистам и о своем телевизионном опыте. В 1998 году он основал на канале НТВ программу «Профессия репортер», ставшую одним из самых популярных проектов на российском телевидении. Название для передачи придумал Леонид Парфенов. Острые репортажи с первых выпусков завоевали симпатии телезрителей. Тут как-то вот совершенно захотелось сделать другой стилистики. Участвовать, какие-то каноны нарушать. Хотя все прекрасно знают, что мы не должны вмешиваться, так сказать, журналист должен. Вот, стали нарушать, стали идти на творческие провокации. Ну, так было интересно. Что-то было на грани фола, конечно, безусловно. Что-то очень спорно, что-то, так сказать, вызывало огромное отторжение, да, там. На встрече говорили и об эмоциональной составляющей профессии. Считается, что журналист должен оставаться сторонним наблюдателем. Участвовать ли в жизни героя вне кадра, каждый решает сам, говорит Александр Зиненко. А где они, эти правила прописаны? Правило одно – не ври. Не ври. Не ври, не говори то, чего не было. Не придумывай. Не искажай синхроны, да, там, слова, не снимай подставных героев, которых изображают актеры. Вот и все правила. А если ты вмешиваешься, да, ты нарушаешь, да, там какие-то правила, но внутренние правила ты свои ведь не нарушаешь. Для тебя это органично, ты хочешь помочь, ты помогаешь. И сколько раз мне приходилось вламываться в квартиры и участвовать даже в драках. Кто-то скажет, это недопустимо, это не журналистика. Я скажу, ну ради бога, следуй своим правилам. А у меня вот такие принципы.
На вопрос журналистов, что удивило в Абхазии, Александр ответил, не задумываясь: люди. Это уже вторая встреча, организованная Союзом абхазских журналистов совместно с международным медиаклубом «Формат А3». Проект будет продолжен. Эсма Гуланзе, Раму Камки, Абхазское телевидение.